На сегодняшний день по маршруту номер 1 выехали 10 автобусов с интервалом движения около 15 минут. А по маршруту номер 16 выехали 16 автобусов с интервалом движения около 11 минут. Вот что думают горожане о введении новой маршрутной схемы. На моем маршруте вроде все нормально ходит. А какой автобус ждете? Ну, сейчас, который до центра поедет. Как давно уже стоите здесь? Минут 5 назад пришла. Уже 2 автобуса пропустила, просто не знала, на какой сесть. Непонятно, по берегу или по Лермонтово. 35-й ходит. Нет, 16-й на Лонгиново заезжать будет, это хорошо. Но дело в том, что теперь с Сайсары до Октябрьской эта улица оголилась совсем. То есть по Октябрьской ходила одна 8-ка, и 20-ка там немножко захватывала. А теперь улица Октябрьская оголилась, это неудобно. Про изменения, да. Я это слышал информацию. Все очень хорошо, да. Все устраивает вообще, очень хорошо. Ежедневно на линию выходят около 290 автобусов по городским маршрутам и порядка 35 единиц по пригородным. С целью обеспечения движения общественного транспорта в районе речного порта запустили новые автобусы большого класса МУП-Япак. 103 сейчас у нас изменение произошло. 103 один график у нас сейчас заезжает на улицу Новая в пригородном. В связи с тем, что 108 пока сняли с маршрута. Сейчас сами слышали, на городских маршрутах изменения произошли на 16-м, на единице. Вот наши 2 автобуса сейчас еще на единицу зашли в помощь городским маршрутам. На данный момент остро стоит вопрос кадрового дефицита водителей автобусов. Всего порядка 240. Для решения данной проблемы планируют вводить различные соцпакеты. Льготную ипотеку, детские сады для детей, предоставление общежития для приезжих, а также планируют изменить выплату заработной платы. Мы хотим перейти в следующем году на вид перевозок по бруттоконтрактам. То есть что это такое? Это когда перевозчик не будет гоняться за пассажирами, как сейчас, да, а ему будет выгодно только само движение по определенным маршрутам. То есть ему деньги будут оплачиваться уже не от пассажира, да, а будут выплачиваться от специального перевозчика, то есть в лице администрации. Со следующего года планируется реализация нового проекта под названием «Новые маршрутные сети». Всего данный проект планируют вводить в 3 этапа в течение 3 лет. В новый проект входят не только изменения, касающиеся схем движения автобусов, но и обновление транспорта, обустройство пересадочных узлов, новой дорожной сети и теплых остановок. В 50-градусные морозы особенно необходимы теплые остановки, которые помогают жителям в комфорте дожидаться автобуса. В настоящий момент в Якутске функционирует порядка 60 теплых остановок. В каждой из них установлен специальный экран, где видны маршруты и интервалы автобусов. Ежегодно планируется вводить дополнительно еще по 10. Режим работы до конца этого года останется прежним, ну а в следующем году, когда вводится новая маршрутная сеть, режим работы будет увеличен до 11 вечера. Помимо изменения схем движения автобусных маршрутов под номерами 16 и 1, дорожно-транспортной службой принято решение запустить движение маршрута номер 109 по проспекту Ленина. Также 18-й автобус с конца текущей недели будет курсировать по Поярково, а автобус номер 5 по проспекту Ленина. С января на городской маршрут будут запущены 15 новых транспортных средств. Всего в этом году приобретено 40. Отметим, что в новогодние праздники движение маршрутов будет осуществляться по специальному графику. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск.